Немецкий суд в городе Аугсбурге снова рассмотрит просьбу о предоставлении политического убежища и международной защиты для Мухаммада Абдурахманова и членов его семьи. В марте стало известно о готовящемся покушении на жизнь чеченца, которое сорвалось благодаря несостоявшемуся киллеру. Тот связался с будущей жертвой и раскрыл преступные планы. Адвокат Абдурахманова привел факт покушения на жизнь своего подзащитного в качестве аргумента. Возвращаться в Россию для него смертельно опасно. Это убедило судей в реальности грозящей опасности. Административный суд Аугсбурга счел обоснованной жалобу на отказ в предоставлении убежища. Ранее Абдурахманов получил 2 отказа. Теперь прошение должны отправить на пересмотр в миграционное ведомство. Мухаммад является представителем чеченской правозащитной организации «Вайфонд» в Германии. Покушение на него также связывают с деятельностью его брата, известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Тумсо последовательно критикует политику российских властей в Чеченской Республике. В эфирах своего YouTube-канала он рассказывает о преступлениях Рамзана Кадырова и его окружения. У обоих братьев пока нет статуса беженца в Европе. Между тем, в феврале прошлого года Тумсо тоже пережил покушение на свою жизнь. Следствие установило, что оба преступления имеют российский след и заказной характер. Преступники в обоих случаях связаны с российским руководством в Чеченской Республике. Один из организаторов покушения на Мухаммада, чеченец, проживающий в Германии, Валид Дадакаев, находится в тюрьме под следствием. Тамерлан Аурбиев, предотвративший покушение и не пожелавший стать киллером, получил государственную защиту и проходит по делу в качестве свидетеля. Уголовное дело по факту покушения ведет Федеральное ведомство по уголовным делам и Федеральная прокуратура ФРГ. Второе ведомство обычно вступает в работу, когда в преступлении замешано другое государство. Правоохранительные органы, наконец, высказались о деле официально. Прокуратура в ответе на запросы прессы признала, заказ на убийство мог поступить из окружения руководства Чеченской Республики. Как установило следствие, за исполнение заказа киллеру сулили 500 тысяч евро. Из Польши высланы 3 российских дипломатов. По версии польской стороны, они нарушили дипломатический статус. Их деятельность, согласно ноте внешнеполитического ведомства, причинила стране вред. Кроме того, Варшава выступает за новые политические санкции Америки в отношении России. На днях американский президент Джо Байден распорядился выслать из страны 10 сотрудников российского посольства. Он также подписал указ о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Внешнеполитическая деятельность правительства России названа в документе вредоносной. Новые санкции коснулись 16 российских компаний Евгения Пригожина. Этого бизнесмена называют поваром Путина, с его именем связывают громкие заказные убийства. Кроме того, ограничительные меры распространились и на частных лиц. Одной из них – первый замруководителя администрации президента Алексей Громов. НАТО поддержало этот шаг американского лидера. По словам представителей Альянса, действия России угрожают международной безопасности. Глава российского МИДа Сергей Лавров уже ответил, что Москва предпримет ответные шаги на любые недружественные действия Америки. В Европарламенте также считают полезными санкции против России. Речь идет о заморозке счетов на Западе крупных российских бизнесменов и отключении страны от банковской системы SWIFT. Об этом в интервью для прессы заявил Манфред Вебер, председатель Европейской народной партии. Причиной стала возможная эскалация конфликта на востоке Украины и состояние оппозиционера Алексея Навального. Навальный, согласно определению Европейского суда по правам человека, помещен в тюрьму незаконно. Российские и международные наблюдатели обеспокоены новым стягиванием военной техники границы с Украиной. Президент России Путин не признает это агрессией со стороны России. По его словам, в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Москва всего лишь стремится себя обезопасить. Манфред Вебер отметил, что Россия продолжает опасные провокации. Между тем, обратил внимание политик, санкции затруднят строительство Северного потока-2. Он проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. В Донбассе, признают эксперты, практически не соблюдается перемирие. Еще в марте местные жители и военные аналитики заговорили об усилении напряженности и опасений новой вспышки вооруженного конфликта.